Здравствуйте, уважаемые жюри и участники. Меня зовут Амосова Лада, я ученица 7 Б класса МОБУ СОЖ номер 1 города Якутска. Тема нашей работы называется «Переводы якутских реалий на английский язык на материале Кескеляня Кована Эрберда Бухатыра». Перед вами автор ОХО Кескеляня Кована Эрберда Бухатыра Матрёна Клепандина. Объектом исследования является перевод эпического произведения Кескеляня Кована Эрберда Бухатыр с якутского на английский. Предметом данного исследования являются способы перевода якутских реалий и ее на английский язык. Цель настоящей работы заключается в анализе приемов перевода и реалий в якутском эпосе Олонхо. Чтобы достигнуть нашей цели, нами были поставлены следующие задачи. Чтобы проверить адекватность нашего перевода, мы использовали классификацию Виноградова. Он выдвинул лексика, называющая бытовые реалии, лексика, называющая мифологические реалии и лексика, называющая реалии мира и природы. При переводе текста мы использовали 3 типа перевода – транскрипция, калькирование и писательный перевод. Транскрипция используется для передачи в основном имен мифологических персонажей. В этих случаях прием транскрипции используется для передачи смысла говорящих имен героев. Они характеризуют своих обладателей. Эрберт Бухатыр – мужчина, настоящий богатырь. Кескеляня Ко – Кескиль – счастье, радость. Ко несет значение святой девы. В целом имя означает божественно чистое. Арбала Бурой – Арбала несет с собой внешнюю характеристику неопрятный, что символизирует отрицательного героя. Бурой несет характеристику злой. Эмник Элемес. Эмник свободный, Элемес – вожак табуна. Калькирование или дословный перевод. Для передачи значения мифологических реалий мы использовали калькирование. В переводе названия 3 миров Олонхо. Алларадейду – нижний мир, the low world. Вихедейду – верхний мир, the upper world. Артотейду – средний мир, the middle world. Описательный перевод. Прием описания перевод позволил передать на английский язык значение бытовых реалий. Слово «кумыс» – «кумыс» транскрибировано и описано «divine beverage». Из этого короткого описания и короткого контекста понятно, что божественный напиток пили, чтобы поднять настроение, приободрить себя. Описание Divine Beverage здесь уместно, так как оно созвучно с вышенным тоном Олонхо. Перед вами перевод отрывка Олонхо Кескеляня Ко Уана Эрберда Бухатыр. В данном отрывке множество реалий. Например, «Утагар» Чумпудук мы не стали переводить дословно как «тише воды, ниже травы», так как основной смысл падает на «Олустыляхтик Олорор Камнервер». Перевод несет с собой значение «в такое тихое и спокойное время, когда царил мир и покой». Абахыола Арбала Бурой. Заабаси Бой Арбала Бурай. Как вы видите, мы не стали изменять имя героя, чтобы показать национальную принадлежность отрицательного персонажа. Мы перевели только одно слово «wall» на «бой», что показывает гендерную принадлежность отрицательного персонажа. Так как в якутском, так как и в английском нет мужского и женского рода. Автор, возможно, конкретизирует, что персонаж от мужского рода. В русском языке это было бы не обязательно, так как можно было обойтись словом «абасы». Вывод. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что передать значение реалий и тем самым сохранить национальное своеобразие подлинника в переводе – задача особой трудности. В нашем случае она выполняется не столько за счет творческого воссоздания мифологической картины мира Олонхо, передачи жанровых особенностей языка, сколько за счет различных способов передачи значения реалий – транскрипции, калькирования и описания. Причиной использования разных видов перевода является адекватность перевода. Нами было найдено множество реалий, но проанализированы из них только 30, так как мы использовали классификацию Виноградова, которая включала конкретную лексику. В переводе отрывка из Кескеляня Кована Эрберда Бухатыр мы добились точной передачи значения текста. Спасибо за внимание.